Продолжаем эфир новостями. В студии Василий Радченко и коротко о главном к этому часу. Кредиты регионам по низким ставкам дадут сильный толчок развитию. Глава Якутии с экспертами Ленского клуба обсудил послание президента Федеральному собранию. Участки для основной массы избирателей открыты, а отдаленные общины уже отдали свой голос. Стартовал первый день выборов за главу Нерюнгринского района. На базе отдыха «Наход» произошли нововведения, что изменилось в знаменитой здравнице Южной Якутии. Премьер Михаил Мишустин поручил Кабинету министров незамедлительно начать работу над поручениями президента, озвученными в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. В частности, предусмотреть отдельные виды помощи для семей, где ребенка воспитывает только один родитель, и с 1 июля назначить им специальную выплату в размере свыше 5500 рублей, а также на всех школьников единовременно выделить по 10 тысяч рублей. По словам Мишустина, ряд мер будет направлен и на поддержку родителей. Изменения коснутся выплат по больничному листу по уходу за ребенком до 7 лет включительно, а также материальной помощи беременным женщинам в трудном финансовом положении. Под отдельный контроль правительства будет взят вопрос о возвращении родителям 50% стоимости путевок в детские летние лагеря. Развитие, выполнение положений послания – это безусловный ориентир работы правительства. Мы должны сделать все необходимое для реализации этих инициатив совместно с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации и региональными властями. Не надо ждать формального выхода поручений. Президент все задачи в послании уже обозначил. Начинать эту работу необходимо уже сегодня. Прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу. Меры поддержки, которые озвучил в своем послании президент, обсудили в рамках экспертной дискуссии Ленского клуба и экспертного института социальных исследований. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что новый механизм в формате инфраструктурных кредитов станет настоящим подспорьем в реализации самых важных строительных проектов. Инфраструктурные бюджетные кредиты будут выдаваться по ставке не более 3% годовых и сроком погашения до 15 лет. Кроме того, выдавать их будут только на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. В их числе, по словам президента, строительство автомобильных дорог, обходов городов, обновление системы ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии. Мы планируем ряд важных инфраструктурных проектов в ближайшие годы уже запустить, реализовать. Конечно же, наиболее значимыми для республики, наверное, не только для республики, для Дальнего Востока, Северо-Востока страны является Ленский мост. Как раз мы сейчас уже пришли к соглашению с правительством о пропорциях финансирования. 50% федеральный бюджет, 50% средства регионального бюджета и концессионеров. Мы, безусловно, заявку подготовим и подадим, в первую очередь для использования как региональной части на строительство Ленского моста. Это существеннейшим образом удешевит проект для республиканского бюджета, так как если бы мы привлекали бы на рынке деньги, мы бы их привлекали под 8-9% годовых, ну а сейчас 3%, так и на 15 лет. Это совсем другая экономика проекта. Безусловно, очень важны для нас меры поддержки материнства, семей с детьми. В целом детство в Якутии всегда традиционно отличается большим показателем по рождаемости. Мы на первом месте на Дальнем Востоке уверенно. И в целом по стране 7-е место занимаем по коэффициенту естественного прироста населения. Теперь о текущей эпидобстановке. По данным оперативного штаба, 88 случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 56, в Мегино-Кангаласском районе 14 случаев. Татинском 5, Нюрбинском 4, Нерюнгринском 3, Хангаласском 2, Алданском, Кобяйском, Мирнинском, Чурапчинском районах по одному случаю. За сутки лабораториями республики проведено свыше 2000 исследований на ковид. Нерюнгринцы с сегодняшнего дня выбирают главу района. Выборы будут проходить 3 дня. Избирательные участки традиционно работают с 8 утра до 20 часов вечера по местному времени. Нерюнгринцы в родовых общинах и оленеводческих бригадах в Чульмане и Енгри, Золотинке, а также вахтовые работники на Эльгинском месторождении голосовали досрочно с 4 по 22 апреля.
Напомним, бывший глава района Виктор Станиловский, который занимал эту должность с 2016 года, заявил о досрочном прекращении полномочий 25 января по собственному желанию. Новые формы образования утвердили в Минпросвещении России. Они касаются начальной школы, средних и старших классов. В документе говорится о 3 формах – в школе, в семье, а в случае со старшеклассниками еще и посредством самообразования. Если родители выбирают семейную форму, они информируют об этом местные органы власти за 15 дней до начала учебного года. Учебный год также начинается с 1 сентября. Или же в течение 15 дней с момента утверждения приказа об отчислении ребенка из школы. Индивидуальный учебный план ребенка формируется с учетом требований школьных стандартов, а вот итоговая аттестация будет обязательна для всех. В Алмаздортрансе готовятся к переезду. В этом году авторемонтные мастерские окажутся под одной крышей с Ленской автобазой. Там с началом лета начнется ремонт. Объединение больших производств на работе предприятий скажется только положительно. Об этом рассказали на собрании трудового коллектива. А вот какие инициативы уже дали хорошую экономику, расскажет Юлия Золотарева. Почти 1800 квадратных метров площади, станков и механизмов. Авторемонтные мастерские в этом здании с 1969 года. В этом году меняют прописку. Алмаздортранс продолжает оптимизацию производственных площадей. Весь коллектив «Арма» переедет в Ленскую автобазу, а вот станки поедут не все. На предприятии с 2019 года оценивали востребованность оборудования. С некоторыми попрощаются, устарели. Объединение 2 производств сократит затраты на обслуживание производственных площадей. Переезду посвятят не 1 месяц, но на работе Алмаздортранса он не скажется. Об этом сообщили на собрании коллектива. Мы не планируем сокращать производство. Мы просто планово перемещаем все производство Ленских авторемонтных мастерских на территорию Ленской автобазы. Поэтому какого-либо сокращения тех мощностей, которые сегодня присутствуют, или продукции, которую выпускает сегодня Ленский АРМ, точно не будет. Поэтому никаких опасений быть не должно. Переезд – планы текущего года. В 2020 же удалось уменьшить влияние пандемии на производство за счет интересных инициатив. Это изменение системы оплаты труда водителей и ремонтного персонала, установка датчиков топлива на транспорт, предоставление новых услуг заказчикам, экономия и дополнительная прибыль. Эффект от всех – 288 миллионов. Задачи, которые стоят на 2021 год, это не уронить тех темпов, которые Алмаздортранс показывал и в 2019 и 2020 году по совершенствованию своей производственной деятельности, по совершенствованию работы транзитного транспорта, экономии топлива. Это совершенствование ремонтной деятельности как транзитного парка, так и автопоездов, которые эксплуатируются на Верхнемунском месторождении. Руководство «Алроса» высоко оценило работу главного перевозчика в пандемию. Положительно оценивают деятельность предприятия и сотрудники. Все вопросы и пожелания коллектива были озвучены и приняты в работу. Те, что касаются улучшения бытовых условий, решат в течение года. Перед объединением ремонтного производства и автостоянок в цехах автобазы проведут капитальные ремонты. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Магия узоров Оренбургского платка теперь доступна и жителям Якутии. В Национальном художественном музее республики открылась выставка коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Платок среди промыслов России занимает одно из самых почетных мест. Больше нигде в мире не вяжут таких теплых, но и в то же время легких и тонких ажурных изделий. На протяжении 250 лет платок сохранил ручное изготовление. В нем воплотились вкус и талант вязальщиц многих поколений. Выставка оренбургских платков в Якутске продлится до 4 июля. Представленные шедевры созданы из натуральных материалов знаменитого козьего пуха. Помимо платков и других изделий, здесь вы увидите дизайнерские модели современной художницы Анны Советовой, которая обращается к литературным образам, к русским сказкам. Мы привезли из Оренбурга изделия, которые будут продаваться в арт-салоне. Их можно будет приобрести и с удовольствием носить. Тем более в преддверии светлого праздника Пасхи покрыть свою голову таким белоснежным покрывалом. В наших якутских условиях, я думаю, это будет очень актуально. Между тем, на базе отдыха «Наход» произошли нововведения. Здравница изначально славится бассейнами под открытым небом с природой, термальной, минеральной водой из артезианской скважины. А вот что нового ждет отдыхающих, расскажет наш корреспондент Екатерина Павлова.
База отдыха «Наход» работает круглогодично. Деревянные домики, обогреваемые раздевалки, площадки для мангалов. Вода в бассейнах постоянно обновляется, и ее температура свыше 30 градусов даже зимой. Благодаря таким уникальным условиям на «Находе» любят отдохнуть не только местные жители, но и гости со всей республики и страны, которые не боятся проехать сотни километров ради новых эмоций. Бывали несколько раз уже. Будем сейчас еще раз купаться. Понравилось очень. Особенно зимой. Ну, летом тоже были. Теплая, классно! Классно! Всех приглашаем! В прошлом году мы были на майские праздники. Ну, не так контраст, потому что тепло и тепло. А сейчас из мороза вот сюда. Вообще отлично. В непростой период пандемии после снятия некоторых ограничений база отдыха продолжает пользоваться большим спросом у жителей со всей республики. Договариваясь по телефону об отдыхе, якутяне садятся в машины и уже на следующий день приезжают насладиться целебным воздухом и сказочной красотой природы. Семьями, компаниями остаются на базе на ночлег. Что мы сделали для этого? Мы заменили полностью всю мебель, выкинули все старье, заменили всю мебель. То есть новые диваны купили, новые стулья, скамейки. Ну, остался только низ. У нас немного там в старом варианте. Но мы сейчас тоже пересматриваем, как это сделать так, чтобы было удобнее нашим посетителям. Основной купальный сезон приходится на зиму, когда на контрасте температуры воды и воздуха максимально ощущается эффект. Зимой дорога на «Наход» открыта для легкового транспорта, а в весенне-летний период на базе работает дежурная вахтовка. Сегодня для желающих отдохнуть на базе «Наход» цены снижены. Делаем как в гостиницах, 2500. Там с человека берем, да, сюда входит постель, сюда входит мангал, сюда входит посуда вся. Заключаем договора с кафе, чтобы приготовление питания было на месте. И самое главное, что включено, сколько хочется, столько купаться. Таких домиков у нас уже подготовлено в пределах 10 штук. Сегодня база «Наход» предлагает в полной мере насладиться уникальностью предлагаемого отдыха и посвятить ему не пару часов, а несколько дней. Остаться на ночь, проснуться утром и окунуться в прозрачную гладь бассейнов, зарядившись массой положительных эмоций. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу вся информация. Мы продолжим следить за новостями. До встречи в эфире.